Между тем, в Минсельхозе считали, что в этом году сельское хозяйство, наконец, можно назвать драйвером нашей экономики. Об этом мои коллеги Ахдане Сабыр сказал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, добавив при этом, что рост показателей в этой отрасли достиг почти 113%. В эфире наша традиционная рубрика «Интервью». Азат Сиражидинович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию обсудить актуальные вопросы в агропромышленном комплексе. Давайте сразу перейдем к вопросам. Первый будет звучать так. Сделать АПК драйвером нашей экономики – это задача, о которой мы говорим уже несколько лет. При этом достичь каких-то намеченных, обозначенных показателей нам никак не удается. Вот скажите, пожалуйста, почему так получается? Вроде как у нас есть все возможности для того, чтобы стать лидером в сельской отрасли, а мы никак не можем к этому прийти. Что вы об этом думаете? Ну, как раз в этом году, по итогам 10 месяцев, и, думаю, по итогам года, как раз сельское хозяйство и станет драйвером экономики Казахстана, экономического роста. По итогам 10 месяцев у нас рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 112,7%. А скажите, пожалуйста, вот насчет того, что у нас в этом году рекордный урожай зерновых. Вот вроде то, чем можно гордиться, да, но при этом известно, что была ситуация, когда элеваторы просто не успевали просушить зерно, многое просто пропало, лили дожди, и мы просто лишились огромного количества зерна. Вот что на этот счет? Ведь такое было уже и ранее, и вот в этом году произошло снова. Почему мы никак не можем выявить все риски и не сталкиваться с такой ситуацией повторно? Ну, самый главный риск – это погода. В этом же году таких продолжительных дождей не было. То есть мы считаем, что в принципе сильных потерь и нет. Мы ожидаем потери по итогам года где-то на уровне среднегодовых показателей. И качество зерна, оно, так сказать, наши ожидания оправдывает. Больше, конечно, у нас упор идет на продовольственное зерно. Также мы не забываем про кормовое зерно, кормовые культуры. Поэтому вот эти больше 26,7 миллионов тонн, которые мы собрали, это, в принципе, неплохой результат. Самое главное, урожайность, она выше прошлого года и средних показателей в текущем году. Также, можно сказать, исторически объем вливания денег в сельское хозяйство, он достиг 580 миллиардов тенге. При этом в начале года у нас было всего 180 миллиардов тенге. То есть 400 миллиардов плюсом пошло в отрасль сельского хозяйства, и это вот дало свои результаты. Получается, что в этом году, благодаря огромным вливаниям, мы смогли выйти на новый уровень. Благодаря тому, что благодаря этим вливаниям мы смогли закрыть предыдущие хвосты, предыдущие какие-то потери. Получается так? Получается так. Если в прошлом году мы пролонгацию дали, соответственно, в текущем году мы дали хорошие цены на закуп зерна порткорпорации. Это по объему, который был пролонгирован в прошлом году. Это и снижение себестоимости этого зерна, и, соответственно, на фоне даже мировой ситуации на зерновом рынке у фермеров есть возможность выйти в прибыль, даже с учетом плохого сезона прошлого года. А насчет погоды, вы говорите, что всему виной была погода. Мы, получается, никак не можем предусмотреть такие риски, да, погодные, и никак не можем заранее там закупить больше техники, к примеру, подготовить больше людей. Как это происходит обычно или как должно происходить? У тех хозяйств, которые именно задумываются о агротехнологиях, которые вкладываются в собственные ресурсы, в том числе и технику, получается. Со своей стороны, министерство и правительство оказывают достаточно оптимальные меры господдержки. Здесь вот хочу воспользоваться вашей площадкой. Идет сейчас непонимание, к сожалению, со стороны фермеров. Вот как раз правильный вопрос задали. Не только со стороны фермеров, да, мы слушаем внимательно. Вот. Субсидирование у нас остается на следующий год. Меры господдержки не меняются. Мы исключаем только субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на весенне-полевые и уборочные работы. То есть сейчас фермер, раньше он мог пойти в любой финансовый институт, взять кредит и рассчитывать на поддержку государства в виде снижения его ставки до 6%. Сейчас же просто в этом не будет необходимости. Он может пойти в аграрную кредитную корпорацию, банк второго уровня, который сотрудничает с аграрной кредитной корпорацией, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации областей, и взять там кредит под 5% без какого-либо субсидирования. Согласитесь, это, наоборот, большой плюс для фермера. Он не сталкивается, опять же, с бюрократией в виде субсидирования. Он имеет уже
открытую, если линию финансирования, то с банком он может в таком образе и продолжать взаимодействовать. А что насчет наших тепличников? Вот мы знаем, да, что у нас есть тепличные хозяйства, что там, казалось бы, должны выращивать фрукты, овощи для нашего рынка по более низким ценам. Но на самом деле, как мы видим в супермаркетах, например, тепличные те же помидоры, они стоят там, от 1000 тенге и выше, да, как правило. То есть цены на самом деле не низкие. Так вот, при этом у них есть субсидирование. Это ли честно, что они отправляют также за рубеж, они не выставляют для нас нормальных цен, а мы при этом оплачиваем их работу? Цена у тепличников отпускная, она очень комфортна для населения. К сожалению, возникают так называемые передаточные звенья, либо же посредники. Большая работа с Министерством торговли идет, интеграции, для того, чтобы непосредственно нашим сельхозтоваропроизводителям дать места на торговых полках. Для примера, когда вот период был летний, на полках лежала продукция сарыагашских тепличников, клубника та же самая, и клубника с Таджикистана. Наша клубника была на 200 тенге дороже, но при этом она больше пользовалась большим спросом как раз из-за вкусовых качеств нашей продукции. Это даже больше не патриотизм, это качество продукции. Поэтому здесь мы видим, что все-таки Made in Kazakhstan, он будет работать в полном объеме, в том числе и патриотические те настроения будут включаться. А так сейчас продукцию мы все-таки считаем, что на полках она есть, по многим товарам мы более чем обеспечены, и нужно работать уже над снижением себестоимости, о чем мы как раз про зерно и разговаривали. Хорошо, спасибо вам большое. Я думаю, что на этом мы можем закончить. Спасибо, что пришли к нам в студию и подробно рассказали о агропромышленном комплексе. Спасибо.